Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. В Жиганском районе Якутии появился высокоскоростной интернет. ВОЛС построили из села Кирова Вилюйского района до села Жиганск. Важнейшая составляющая единой транспортной системы России. Сегодня в стране отмечается праздник – День гражданской авиации. Проспект имени Николаева обретает новые социальные объекты, а также обзаводится многоквартирными домами. Что планируется строить в ближайшее время, узнаем из материалов наших корреспондентов. Спортивные объекты Якутска готовятся к проведению соревнований 8-х международных игр «Дети Азии». С конца февраля в спорткомплексах начнут собирать и устанавливать спортивное оборудование. Ледовый дворец Элейботур стал эпицентром хоккейных баталий между детскими командами из Якутска, Алдана и Нерюнгри. Спортивное событие приурочено к Году детства. В Жиганске открыли 8-й по счету торгово-логистический центр. Центры создаются в первую очередь для решения проблем людей. Жители поселка очень рады открытию, а особенно низким ценам и большому ассортименту. Работа продолжается до 2025 года. В планах открыть торгово-логистические центры во всех 13 арктических улусах республики. Также глава Якутии дал команду на запуск волоконно-оптической линии связи в Жиганском районе. Высокоскоростным интернетом обеспечены все жители арктического улуса. ВОЛС построили из села Кирова Вилюйского района до села Жиганска, проложив магистраль вдоль автозимника протяженностью 370 километров. Это позволило соединить улусный центр, села Бестях и Баханай с сетями связи центральных районов республики в рамках первого этапа проекта «Синергия Арктики». Построили несколько тысяч километров автоволокна во многие населенные пункты, не только Арктики, но и труднодоступные территории нашей республики. Поэтому я рад за Жиганский район. 3 населенных пункта сейчас реально подключены, уже началась работа высокоскоростного интернета. А до конца года, да, Кстатам тоже будет подключен. По всей республике проходит отчет правительства перед населением. Как прошли встречи с жителями в Нерюнгринском районе, расскажут наши коллеги. В Нерюнгринском районе прошел отчет правительства под руководством главы Кабинета министров региона Кирилла Бычкова. В первый день работы члены правительственной делегации провели прием граждан в поселке Чульман. Сегодня была очень позитивная дискуссия. Вопросы общие такие жители ставили и по качеству работы управляющих компаний, по поддержанию своего жилья. Но здесь я думаю, что очень много вопросов действительно решено, но те вопросы, которые остались, они в ближайшее время тоже найдут свое решение. И нет никаких сомнений, что с каждым годом вот этих вот с таких сложностей и острых вопросов будет все меньше и меньше. Один из главных вопросов, стоящих на повестке дня – ремонт Чульманской школы и строительство здания новой, а также ремонт других социальных объектов. Второй день правительственная делегация посвятила встречам с трудовыми коллективами промышленных предприятий Нерюнгринского района. Вот эти отчетность, которая ведет правительство, она очень нужна народу. Каждый может задать вопрос. Вопросы были неудобные, острые. Это очень интересно. Встреча была хорошая. Этот формат не первый год сложился замечательно, потому что он необходим. Люди задают вопросы, проблемные вопросы нужно решать. И они не всегда видны, может быть, сверху, да, поэтому необходимо общение непосредственно с народом. Аналогичная встреча прошла и с коллективом Нерюнгринской ГРЭС, где глава района Роман Щегельняк наградил благодарственными письмами работников, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на котельной поселка Иенгра, произошедшей в декабре прошлого года. Были проблемы с одной котельной, это котельная новая, которая самая важная котельная для села, которая обеспечивает теплом весь жилой фонд. И вот почти полдекабря и первую декаду января мы появили ряд аварийных ситуаций, которые привели, к сожалению, к разморозке нескольких квартир в том числе. Встречи с жителями прошли во всех населенных пунктах Нерюнгринского района, на которых собравшиеся отметили те улучшения, которые произошли за последние годы, и выразили надежду на продолжение повышения качества жизни. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.
В Якутии завершился первый этап оперативно-профилактических мероприятий «Иностранец». Начался второй этап «Мигрант». Во время рейдов сотрудниками полиции проверено 3500 объектов пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. Проверены более 4000 иностранцев. В результате проведенных проверок выявлено 223 нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. По выявленным нарушениям наложены административные штрафы на сумму более 500 тысяч рублей и взысканы 255 тысяч рублей. В ходе рейдов проведены профилактические беседы с 482 иностранными гражданами, в том числе получившими гражданство Российской Федерации, о недопущении нарушений законодательства, и вынесено 41 официальное предостережение в адрес законных представителей несовершеннолетних. Сегодня отмечается День гражданской авиации России. Через главную воздушную гавань республики, аэропорт Якутск, проходят тысячи людей, а за день совершается более десятка вылетов. За 2023 год пассажиропоток составил более 900 тысяч человек. Рейсы проводятся практически по всей республике и далеко за ее пределами. Наша съемочная группа решила поближе показать работу сотрудников. Аэропорт работает круглосуточно. С самого раннего утра начинают прилетать самолеты. К нему уже подходят специалисты, и как только он пристыковывается к нужному телетрапу, начинается ответственная и важная часть. У команды авиатехников есть от 15 до 20 минут, чтобы проверить внешнюю обшивку самолета, двигатели, хвост и крылья, разгрузить и заправить его водой и топливом, прежде чем передать работу другим службам. При осмотре работает один, а так, по идее, на смене 4. То есть, получается, по утрам мы встречаем сразу, иногда бывает то, что 4 самолета, по 3 самолета встречаем сразу. А так самолет по 2 встречаем. Один трап ставит, один ставит на стоянку. Вот сейчас ребята выпускать будут самолет. Ну, конечно, наша профессия очень важна. То, что перед вылетом мы же подготавливаем самолет, осматриваем, если повреждения, как она запускается. И, это важно для авиации. Авиатехники выполняют работу при любых погодных условиях. Иван Парфенов руководит процессом обслуживания кораблей, работает над организацией смены и составляет план по прибывающим и отправляющимся рейсам. Смена функционирует как часы – слаженно, точно и быстро. Получается, у нас все в карте наряда прописано, все эти работы, какие будут проводиться. И сегодня у нас заминочка произошла из-за того, что ледяной нарост образовался на водяном лючке. В данное время ребята устраняют. И из-за того, что расстояние длинное, от Якутска до Москвы, самолет без заправки воды не может полететь. Сейчас заправляем и начинаем буксировку воздушного судна. Работа кипит не только снаружи, но и внутри аэропорта. Множество служб от сотрудников входного контроля до медиков работают над безопасностью и комфортом пассажиров. Важным узлом регистрации авиаперевозок является служба организации пассажирских перевозок. Одной из 50 сотрудниц отдела является Татьяна Щельмак. Я работаю 13 лет. Изначально училась в Якутском авиационно-техническом училище гражданской авиации. Наша профессия, она заключается в регистрации пассажиров, в посадке, выдаче багажа, информировании пассажиров. В день выходит около 20 рейсов. Ежедневно аэропорт обслуживает до 1000 человек. Аэропорт Якутск является ведущим транспортным предприятием республики, входящим в тройку крупнейших аэропортов Дальнего Востока. В 2024 году в рамках реализации стратегии развития аэропорта Якутск до 2032 года продолжит работать над проектами, направленными на повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности и регулярности полетов. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. До конца февраля на территории 4 арктических районов будут введены 6 многоквартирных домов. Возродить строительную индустрию на севере удалось благодаря президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда». Он был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. В этом году на территории 11 арктических районов планируется строительство 20 жилых домов общей площадью более 17 тысяч квадратных метров.
Новый проспект, названный именем первого президента Якутии, обретает новые социальные объекты, а также обзаводится многоквартирными домами. Недавно жильцы одной из многоэтажек получили ключи от своих квартир. Что планируется строить в ближайшее время, смотрите далее. Подписание указа о переименовании состоялось в середине ноября 2023 года. Тогда глава республики Айсен Николаев отметил, именно эта улица – будущее нашего города. В целом вся эта территория будет полностью меняться в последующие годы и станет одним из главных украшений нашей столицы. 3 недели назад в Якутске ввели первый дом, построенный на проспекте Николаева, ранее носивший название улица Автодорожная. Ввели до Нового года 123 квартиры. Сейчас идет ремонтная работа уже жильцов. Большинство квартир передано дольщикам. И планируется, это первый этап строительства, планируется сдача второго этапа, который рядом стоит, с 252 квартиры. Строительство новых домов и переселение из аварийного жилого фонда на новом проспекте реализовывается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициатором которого выступил Владимир Путин. Кроме возведения многоэтажных домов, планируется ввод новых социальных объектов. Стоит отметить, что Якутия уделяет большое внимание развитию инфраструктуры вновь строящихся жилищных комплексов. У нас строится дополнительно 4 многоквартирных дома с общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров на данном проспекте, которые планируется ввести до конца года 1 многоквартирный дом, и остальная часть уже в следующих 25-26 годах. В данном проспекте планируется строительство кинопавильона полного цикла, суперкампус планируется строительство. Своими впечатлениями поделился один из жителей дома на проспекте Николаева. Дмитрий Ушницкий купил однокомнатную квартиру для всей семьи. Он отметил, что вся инфраструктура находится в шаговой доступности. Риэлтор нам предложил вот этот вариант в этом доме. Мы сразу согласились. Место очень хорошее, центр города. Ключи нам дали в этом году, да? И после этого уже узнал, что автодорожная будет переименоваться на проспект Михаила Николаева. Мы тоже порадовались насчет этого. И первую вывеску нам же поставили в нашем доме. Это тоже радует. Строительство новых и модернизация старых микрорайонов на проспекте Николаева позволит сделать жизнь населения более комфортной, а также повысить уровень инфраструктуры. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск. Волонтеры по всей республике ежедневно помогают семьям участников СВО. Также на сегодняшний день активно работает общественное движение «Якутия с тобой». И для участников СВО волонтеры города собирают гуманитарную помощь. Отмечу, что на прошлой неделе состоялась акция по сбору блиндажных свечей. По итогам этой акции собрали более 2700 свечей по всей республике. Помимо этого, штаб отправил в зону спецоперации адресные посылки землякам. На этой неделе наш штаб отправил гуманитарную помощь на зону специальной военной операции. Это, конечно же, в первую очередь более 100 индивидуальных посылок для участников специальной военной операции. Это различные газеты, вещи первой необходимости. А также наши волонтеры инициировали к празднику Дня защитника Отечества акцию и сделали подарки для участников специальной военной операции. Посещение выставки «Россия», знакомство со знаковыми местами, встречи с якутянами-военнослужащими. Программа недельного пребывания в Москве у студента Колданского политехникума оказалась насыщенной. Поездка была организована в рамках нравственно-патриотического воспитания молодежи. Эмоциями и впечатлениями девушки поделились с нашими корреспондентами. Этот репортаж сняли студентки Алданского политехникума после посещения храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Москве. В столице девочки провели неделю и ежедневно делились впечатлениями с близкими и друзьями в видеороликах и фотографиях. Мы сегодня побывали в храме Вооруженных сил. Храм очень сделан шикарно, мозаикой все, очень это прям завораживающе. В парке «Патриот» студенческая делегация побывала в музее «1418 шагов к победе». Проходя дорогой памяти и прикасаясь к реалиям военного лихолетия, девочки максимально полно погрузились в атмосферу событий минувшей поры. Мне очень понравился музей «1418 шагов к победе». Увидела очень многое для себя, нашла своих родственников, посмотрела, все увидела, все очень понравилось, все как будто настоящее.
Почувствовала эту эпоху войны, это время. Студенческая поездка была организована в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи. В делегацию вошли 10 студенток. В рамках культурной программы девочки ознакомились с множеством памятных мест. Одним из главных событий стало посещение павильонов международной выставки форума «Россия», которая в настоящее время работает на ВДНХ. Очень нравится, понравилось. Мы на родине, наша республика самая лучшая. У нас у всех очень хорошее настроение, хорошие впечатления. Знаковым событием поездки стало посещение санатория Бесчагда, в котором в настоящее время реабилитацию проходят 8 якутян, участников специальной военной операции. С организацией поездки в санаторий алданской делегации помогло постоянное представительство Якутии в Москве. Наши предки в час испытаний едины в своих чувствах. Мы духовно с вами, и никакие распри не могут разорвать эту крепкую духовную связь. Алданочки пообщались с военнослужащими и вручили им посылки, которые были собраны в ходе акции, ранее объявленной в техникуме в поддержку бойцов. Гуманитарную помощь было решено передать в зону СВО. Я как командир, замкомандира батальона БАРС-2 выражаю огромную благодарность Алданскому району, который нам очень сильно помогает. Именно в нашем отряде, вот ребята подтвердят. Встреча с военнослужащими вызвала у студенток бурю эмоций. Девочки не могли сдержать слез. Неизгладимое впечатление они также получили от знакомства с волонтером Юлией из Донецка. 9 лет назад она попала под обстрел и чудом осталась жива. Сейчас Юлия оказывает поддержку раненым военнослужащим. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Для представителей средств массовой информации прошел мастер-класс с участием известного эксперта. Экспертом выступила популярный этноблогер Маргарита Лянге. Она имеет большой опыт работы в СМИ по этническим проблемам, автор ряда научных публикаций. На встрече представители узнали секреты видеоконтента, как подать на доступном языке информацию для зрителей и при этом продвинуть свою социальную сеть. Главной задачей встречи стал обмен идеями и практиками в медиаиндустрии. Благодаря семинару в средствах массовой информации материалы выйдут в другом ракурсе. На самом-то деле регион живет богатой, интересной, очень насыщенной жизнью. И очень важно уметь прежде всего тем людям, кто здесь живет, о себе рассказывать и себе самим, и на федеральном уровне. Вот тот интерес и то богатство жизни, которое мы имеем, чтобы оно было представлено, а не только драки, пожары и все остальное. Это неправда, и главное, что это неправильно, потому что не соответствует действительности. Это искажение реальной жизни региона. Вот, собственно, за этим мы и приехали. Уже в 4-й раз фотограф Иннокентий Андросов презентует фотовыставку, которую назвал «Природы. Чудные мгновения». В стенах Национального художественного музея «Россия. Моя история» состоялось открытие выставки 100 уникальных и неповторимых работ фотографа. Представленные работы демонстрируют масштабы стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в Якутии. Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности населения республики и носит профилактический характер. Гости могут ознакомиться с эксклюзивными кадрами до 25 февраля. Более 20 лет работаю в системе жизнеобеспечения. В основном показываю людей и стихию. Потому что же люди в целом-то не знают, что из собой представляет стихия, но они глазами не видели, как населенные пункты были затоплены, пожары как проходят. И участие первых лиц республики, руководителей, курирующих зампреда, первых заместителей председателя правительства, как они принимали участие и так далее. В это время, во время прохождения выставки, наши спасатели планируют тут провести уроки, лекции жителями города, ну и включая там школьников. Спортивные объекты Якутска готовятся к проведению 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». На стадионе, в бассейнах и спортивных комплексах продолжаются ремонтные работы. Большое обновление ждет и спорткомплекс «Дахсун». Специально к играм «Дети Азии» тут будет установлен новый скалодром, отвечающий всем международным стандартам. Продолжит тему Александр Хавренко. На время проведения игр «Дети Азии» спортивный комплекс «Дахсун» станет площадкой для 3 видов спорта. Здесь на ринг выйдут боксеры, на помосте будут соревноваться гимнасты, а на новом скалодроме впервые пройдут показательные соревнования скалолазов. Провели ремонтные работы, как видите, поменяли футбольное поле, поменяли беговую дорожку. И вот в конце февраля по
31 мая будут устанавливать вот эти скалодромы. В рамках соглашения между Республикой Саха-Якутия и Фондом поддержки олимпийцев нам подарили вот этот скалодром. Согласно вот этому договору должны привезти и устанавливать вот эти с двух сторон, с западной стороны и с восточной стороны. С начала своей работы в 2012 году Дахсун стал базой для тренировки якутских футболистов. И недавно тут появилось новое искусственное поле. Его высоко ценят как наши спортсмены, так и участники дальневосточного первенства по футболу, которые приезжали на игры в Якутск. Новое поле появилось благодаря подписанному соглашению между главой республики Айсеном Николаевым и президентом Футбольного союза России Александром Дюковым. Перед Новым годом мы прошли сертификацию в Российском футбольном союзе и получили сертификат соответствия на это покрытие, футбольное покрытие. Поэтому сейчас все хорошо, поле нашло свое место. Здесь с 8 до 12, с 2 до 6 часов занимаются дети нашей футбольной школы и частных футбольных клубов. И в вечернее время здесь население арендует и занимается футболом. Дахсун является одним из любимых мест у горожан для занятий спортом. И после завершения игр «Дети Азии» обновленный, отремонтированный спорткомплекс вновь распахнет двери для всех желающих. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. В Ленске состоялось торжественное открытие секции мотоспорта. В конце прошлого года из бюджета района было выделено 3 миллиона. На эти средства закуплено 16 мотобайков и экипировка. Посещать мотосекцию будет более 30 человек. Это школьники с 9 до 16 лет, в том числе и дети участников СВО. Всего сформировано 4 группы. Инструктором нового направления стал Алексей Тюменцев. Он много лет состоит в мотоклубе «Живая сталь». Владеет навыками вождения мотоцикла в совершенстве и знает о железном коне все. Для секции мотоспорта выделен специальный бокс, там проведен косметический ремонт и теперь располагается техника, класс для теоретических занятий. Занятия начнутся со следующей недели, начнутся с вводных занятий, в общем, о мотоспорте, о данном, об эндуро. И вообще мотоциклизм, строение, техническая часть, обслуживание мотоциклов, все будет. Практика, начнется строительство по весне, как это будет возможно, начнется строительство трека. Пока еще место утверждается, потому что спорные моменты есть. Не каждое место подойдет для тренировки эндуро. Но как только будет готов трек, хотя бы его очертания, можно будет уже начинать первые тренировки. Ледовый дворец Лейвотур стал эпицентром хоккейных баталий между детскими командами из Якутска, Алдана и Нерюнгри. Ребята скрестили клюшки в рамках первенства республики «Золотая шайба». Спортивное событие приурочено к году детства. Подробности далее. Юные хоккеисты с большим рвением вышли на лед. Поддержать их приехали и их родители. Лед словно плавится от разгорающейся игры. «Золотые соболя» и «Энергия-14» уже встречались на льду в Алдане. И вот спустя время снова сошлись в Якутске. Подготовка у нас шла в течение 1,5 лета, как корт у нас ледовый открылся буквально в ноябре прошлого года. Значит, подготовка у нас идет ежедневная. Как так сказать, я думаю, команда готова, тем более уже с противником мы уже встречались на кубке в Алданском районе. Думаю, противник сильный. Сыграли мы с ними тогда в ничью. Это очень хорошая команда. Они заняли 1 место, так что будет сложная игра. Готовились хорошо, настрой, чтобы победить, и будем сражаться. И вы готовы к победе? Да. Если в Алдане соперники сыграли в ничью, то сейчас сильнее оказались «Энергия-14». Они выиграли со счетом 8-3. По словам тренера команды, тренировки у них проходили ежедневно, поэтому физическая подготовка у участников хорошая. Тренирую уже 9 лет. Вот старшая группа, 2014 год, 18 детей. Некоторые еще дома остались, приболели. Есть еще малыши. Только начинают, 19 год. Девочка тоже 15 года, такая хорошая боевая девочка, старательная, показывает отличный результат. Алиса Мартынкевич не считает хоккей сугубо мужским видом спорта. Готова соперничать с мальчишками по скорости и меткости. Вообще у нас у всех хорошо, у всех получается.
поэтому мне не очень, я не всерьез признаю, что я одна из команды девочка. У меня все получается. 3 дня 5 детских команд будут бороться за звание лучших, которые отправятся на всероссийские соревнования «Золотая шайба». Они пройдут в Нижегородской области в феврале. Ну а в марте состоится регулярное первенство Дальнего Востока по хоккею. Даяна Федорова, Аман Отов, Илья Сыромятников, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных.